Спортсмены – это уверенные в себе и целеустремленные личности, которые ценят свое время. В череде бесконечных тренировок и соревнований им не всегда удается выделить время на занятия, не связанные со спортом. Здравствуй, Эльмир. Здравствуйте, Альбина. Известно, что футболу более 150 лет. Это очень давняя игра, но лапта появилась намного раньше. А вот футбол и лапта – это очень популярные детские игры, которые строятся на детском энтузиазме, без соблюдения каких-то определенных правил. Расскажи, пожалуйста, ты наверняка в детстве был очень увлечен, как и остальные мальчишки и девчонки. Вот как проходило твое детство, где оно проходило, и какой досуг у вас был не летом, а зимой? Мне очень повезло, что я родился и жил 20 лет напротив этого здания, напротив спортивного комплекса, буквально через дорогу. И раньше, когда не было этого здания, спортивного комплекса, здесь находился большой стадион. Ну, с утра до вечера здесь проводили время, играли в футбол, в волейбол, в лапту, все, что возможно, во все играли. Также здесь была беговая дорожка, также и бегали с утра с мамой, с папой, мы проводили такое время. Здорово. Эльмир, расскажи, пожалуйста, а когда это стало не просто увлечением? Не просто увлечением, я думаю, это стало в классе 10, когда я уже начал играть за сборную района, за взрослую команду. Я уже понимал, что в будущем уже это станет более профессионально и придется уже играть на взрослом уровне. Кто тебя мотивировал, Эльмир, в этот момент? Кто был с тобой рядом? В этот момент, конечно же, была моя любимая семья, мой родной брат, мои родители, которые мотивировали, которые отдавали свои все силы, и я продолжал заниматься. Эльмир, а что стало главным толчком к профессиональному занятию спортом? Профессиональным толчком, я думаю, мой брат, который отправил меня на занятия по волейболу, с которым мы вместе и ходили. Я думаю, с этого все и началось, любовь к спорту. Как правило, старшие братья, они являются авторитетами, в твоем случае это очень оправдано. Да, спасибо. Кому из тренеров ты особенно благодарен? Кому ты хочешь сказать особенное спасибо? Из тренеров это, конечно же, мой тренер, мой первый тренер по футболу, это Хайрединов Руслан Ильдусович, ныне был директором детской спортивной школы. Как раз таки он меня и принял на работу. И второе, это мой тренер по лапте, Магануддинов Ильшат Акзамович, который довел меня до звания обладателя Кубка России и вице-чемпион России. Их поддержка для тебя очень важна была в тот момент, конечно. Я так понимаю. Эльмир, какие сложности на твоем пути встречались? Были ли переломные моменты? Переломный момент, я считаю, это мои травмы, которые я получил в 10 классе на 3-м курсе университета. Я сделал операцию на колено, пропустил 2 чемпионата России по мини-лапте, много соревнований по футболу. И я думаю, вот эти как раз моменты, я даже не скажу, что сделали слабее, а сделали только сильнее. Я вернулся в спорт уже с большим энтузиазмом, с большим желанием побеждать. А насколько затянулся этот период? Сколько он был длительным? Где-то год-полтора я не занимался ничем. Ты выбился из строя? Да, выбился из строя. Очень было грустно. Но несмотря на все трудности, ты снова в строю и продолжаешь двигаться к своей цели. Тренируюсь, продолжаю заниматься. Для спортсменов спортивный режим является как одним из этапов дисциплины. Что для тебя спортивный режим? Соблюдаешь ли ты его? И кто ты вообще, сова или жаворонок? Ну, если сова или жаворонок, то я думаю жаворонок. Но вчера, единственный раз в этом году, я позволил себе поспать после работы. Такого еще не было в этом году. Здорово. Но если говорить про режим, то у меня нет такого особенного режима, чтобы я вставал во столько-то, ложился во столько-то, кушал во столько-то. Во сколько могу, во столько и сплю, во столько и ем. Все по потребностям. Да, по потребностям. Да, если нужно, значит, нужно поспать, покушать. Скажи, пожалуйста, какой ты в жизни? Чем занимаешься в свободное время? Я провожу время с семьей, провожу время с любимой девушкой. Ездим куда-то. Какие-то вылазки, возможно, да? Да, на природу? Уезжаем куда-нибудь на природу, проводим вместе время в торговых центрах, кинотеатрах. Посвящаем, так скажем, время себе.
Эльмир, покажи, пожалуйста, несколько приемов на развитие способностей, элементарных приемов, которые смогу даже проделать я. Давайте. Ловкости, координации. Без проблем. Возникало ли у тебя хоть раз желание бросить то, чем ты занимаешься, остановиться, сделать паузу? Нет, если я брошу спорт, то я бы не знал, чем больше чем-то другим заниматься. Потому что я ничем, кроме спорта, не занимался, так скажем. И нет, желания такого не было. То есть спорт для тебя — это как мотиватор двигаться дальше, больше по жизни, да? Да, Как... спорт меня мотивирует. Если даже я брошу спорт, я думаю, что мои качества, которые я привил себе благодаря спорту, помогут даже в других каких-то деятельностях. Как ты справляешься с волнением? Возможно, у тебя есть какие-то ритуалы, действия, которые ты выполняешь, о которых никто не знает, но которые помогают тебе справиться с каким-то эмоциональным волнением и переживаниями. И особого волнения нет. Я единственное помню свое волнение, это когда в 11 классе перед сдачей ЕГЭ я не мог спать, волновался до утра, буквально поспал 3-2 часа и пошел на экзамен. А остальное про волнение во время спортивных соревнований, матчей, нет, такого нет. Эльмир, со сборной республики ты стал чемпионом России по мини-лапте. Расскажи про это, пожалуйста. О, да, это хорошее воспоминание. В том году в Анапе мы стали обладателем Кубка России. Но это просто было очень невероятно. Это мы просто после финального свистка с командой радовались так, что даже были кто плакал. Ну и я тоже плакал. Позвонил родителям, да? Сразу позвонил родителям. И еще и позвонил по видеосвязи. Они видели мои слезы. Я вижу их слезы, как они рады за меня. Они были горды. Да, они очень гордятся мной. И вот так вот победили. Даже сейчас я вижу у тебя волнение, да, и ты проживаешь этот сейчас, момент. Да, я вспоминаю этот момент, у меня мурашки и даже вот слезы. Знаю, был период, когда ты работал пионер-вожатым в детском лагере «Виктория». Сейчас ты проводишь тренировки. Расскажи, пожалуйста, как ты выстраиваешь отношения с ребятами? Возможно, у тебя есть какие-то определенные фишки, какие-то приемы педагогические, чтобы быть с ними на одной волне, чтобы быть среди них своим. В 2012 году я начал работать в лагере «Виктория», но с 9 по 12 год я там отдыхал, поэтому знал уже все фишки этого лагеря, все нюансы. Поэтому благодарю своего друга, который привел меня в лагерь, который устроил меня на работу. И уже спустя 10 лет я до сих пор там работаю. Ты до сих пор являешься своим, среди своих. Своим. Я уже 3 года являюсь заместителем директора лагеря. Но уже опыт большой, поэтому по тому, как выстроить отношения с детьми, я уже даже об этом не думаю. У меня уже все, да, шаблонно уже идет. Как чувствуешь, так и да, поступаешь. Как чувствую, так и поступаю. Знаю рамки, не перехожу за рамки правил. И стараюсь с детьми общаться, побольше им уделять внимание, их как-то вознаграждать. Здорово. Ты для них являешься авторитетом наверняка, которому хочется подражать, которому хочется быть похожим. Обычно у мальчишек бывает так. Ну вот, я сейчас работаю тренером по футболу. И у меня детишки 1-3 класса. И отзывы родителей, очень положительные. Мне иногда очень приятно. Я наслышана. Да, очень приятно их
читать, что являюсь авторитетом для детей, примером для детей. Ну, это очень приятно. Да, для мальчишек, конечно, должен быть какой-то эталон, под которым они равняются и к которому они идут. У нас в Крымскалах есть женская команда по футболу. Как ты относишься к этому виду, к этому Женский направлению? футбол. Я столкнулся с женским футболом буквально 3 года назад, когда мой друг, коллега Фанис Емельевич набирал команду женскую. И после чего я видел его успехи, и подтянулись также его команда. Много выигрывал, много участвовал где. И благодаря этому маленькие девочки уже видели это и также приходили на занятия по футболу. И я вижу, что это очень перспективный, так сказать, женский футбол, вид спорта. Но я хорошо отношусь. Но насколько отличается от мужского? Ну, отличается очень сильно. Это скорость, уже мышление другое все равно. Писки-визги? Да. Если бы у тебя была возможность собрать команду своей мечты из 5 человек, кто бы был в ее составе? Футбол или мини-лапта? Пусть будет по футболу. По футболу? Ну, тогда возьмем мини-футбол. Хорошо. Это мой папа, вратарь. Он с детства любил футбол и был вратарем. Мой брат обязательно. Семейная команда, Да, поддержка, тыл. семейная команда. Разумеется, я сам. Мой хороший друг, с которым мы с 8 класса учились вместе, с которым мы друг друга понимали с полуслова. Я не знаю, как так получилось, но как будто мы братья по крови. Вот, его взял бы, его зовут Анвар. И моего тренера, который будет руководить на поле, это Руслан Ильдусович. Здорово, команда собралась. Хорошая команда. Такой огонек. Вспомни, Эльмир, вспомни себя ребенком и представь себя настоящего. Что бы ты поменял в себе сегодняшнем? Какие бы качества добавил? А возможно, бы убрал что-то? Ну, если бы я вернулся в детство, я бы получше учился в школе. Но я, конечно, никогда не был троечником, всегда был или отличником, или ударником, но все равно. Ну, я думаю, в некоторых моментах учителя мне не делали поблажки. Да, потому что я был спортсменом, защищал честь школой. Но все равно я бы добавил бы себе качество образования, так скажем, самообразования. Мало занимался собой, занимался только спортом. Ну и это И подучил бы, конечно, английский. Сейчас это очень актуально, да. Очень актуально. Я сейчас... Моя девушка является учителем английского языка. Я каждый день говорю: научи, научи, учи меня по-английскому, научи. Мечта рядом. Поэтому стоит только поставить цель. Какой ты в отношениях с девушкой, Эльмир? Романтик или прагматик? Романтик. Исключительно романтик. Я думаю, в отношениях это очень важно. А расскажи интересный случай, который произошел с тобой, с вашей командой, когда вы находились на соревнованиях в Анапе. Так, интересный случай. Давайте не со мной, а с командой. Ну, по вечерам мы играли нашу любимую командную игру, карточную игру. Uno называется. Да, знаю про такую. Играли постоянно на желание. Кто-то кувыркался на полу, кто-то носил в столовой нам еду, кто-то убирал за нами. То есть фантазия била ключом. Да, у нас фантазия очень огромная. У спортсменов этого не отнять. И вот, это наша игра. С одной стороны, нас и как-то расслабляло. Мы не думали об игре, о следующем дне. И с другой стороны, это сплочение хорошее. Вот эти интересные случаи. Но не буду рассказывать про все наши желания, но они были очень интересные. Хорошо, пусть это останется за кадром. Совсем недавно ты обслуживал матч команды премьер-лиги в качестве главного судьи. Как ты стал арбитром? Любовь к судейству, наверное, уже зародилась со школой. Я в классе на физкультуре всегда брал свисток, всех строил. И, так сказать, во время урока свистел, так скажем. Ну и год назад мой коллега увидел объявление, что Федерация футбола ведет набор слушателей
по судейству. Я съездил на первый семинар. Во мне увидели перспективного такого мальчика, что у меня есть потенциал, энтузиазм к судейству. И сразу же начали подключать к обслуживанию матчей среди юношей, среди детей, товарищеские матчи. Вот я обслуживал, и буквально месяц назад, с 1 по 8 марта, я ездил в город Пермь на сборы судейские. Нас было там 10 человек, я был в числе лучших, стал, так скажем, в числе лучших. И после чего меня позвали, так, не позвали, мне написали, позвонили, что через 2 дня я обслуживаю контрольный матч. Но фишка была в том, что мне не сказали, кто. Сказали Уфа молодежная и Ижевск, Зенит Ижевск. Но я приехал на стадион, зашел в судейскую комнату, и к нам заходит администратор команды и говорит: сегодня играет первая основная команда. Вас обманули, чтобы вы раньше времени не волновались, не думали об этом. Но все, мы с своими коллегами выдохнули. Ну, был такой мандраж. Какая реакция была Да, первая? реакция вообще. Основная Или команда Уфы, в воротах вратарь сборной России, на поле игроки сборной России, других стран. Но это было очень волнительно. Вышли на разминку, зашли обратно, свой ритуал исполнили, вышли на поле, дал стартовый свисток, и все, я забыл, что такое волнение, думал только о том, как правильно действовать на футбольном поле. Все внимание было на мяче, на игроках. Как прошел для тебя этот матч? Поделись, пожалуйста. Очень, не скажу, что очень сложно. Был легкий матч для меня почему-то оказалось. Уфа была на гол сильнее. Но принимал ключевые решения по взятию ворот, по назначению 11-метровой, по желтой карточке. Ну, все было в пределах правил. Не возникало каких-то форс-мажорных ситуаций? Форс-мажор не был. Объявили, что я включен в состав судей на обслуживание этих матчей. Ты уже прошел важный период, и я так вижу, что у тебя уже уверенность появилась. Да, уже уверенность есть. И 11 числа мы сдаем экзамены. Если сдам экзамен, то будет очень хорошо, и буду обслуживать матчи профессиональной футбольной лиги. Но мы не сомневаемся, что экзамен ты пройдешь успешно, и мы будем ждать с нетерпением результатов. Ильмир, мы переходим к блиц-опросу. Тебе нужно будет, не раздумывая, ответить на ряд вопросов в течение 1 минуты. Ты готов? Готов. Поехали. Поехали. Охарактеризуй, пожалуйста, себя в 3 словах. Добрый, ответственный, веселый. А назови самое отрицательное качество в твоем характере. Слишком добрый. А что ты больше всего ценишь в людях? Честность. Твой девиз по жизни. Быстрее, выше, сильнее. Здорово. А если бы у тебя была возможность получить 1 миллион, на что бы ты потратил? Разумеется, родителям бы помог. А в профессиональном направлении? Что-нибудь открыл бы. Открыл бы ты да, какую-нибудь спортивную, да, школу, Да. где будут расти детишки. Здорово. А что должно произойти, чтобы ты подстригся на лысо? Ну, не знаю, наверное, где-то с кем-то что-то поспорить и проиграю спор. Легко. Ты сможешь пойти на этот шаг. Придется. Здорово, ты человек слова. Ильмир, и последний вопрос. Что бы ты хотел сделать в жизни, но еще не сделал? Английский язык изучить. Ну, это да. Ильмир, спасибо, что ты был с нами. Было очень приятно с тобой пообщаться. Мы желаем тебе дальнейших успехов и до новых встреч. Вам тоже спасибо огромное. Всего доброго, взаимно. До свидания.